встречи с жителями провели, так? Везде. Ну, будем считать, что это так. Ну, правда, вы и доказывали мне, я видел и фотографии, и общение. Вот, списки адресные у нас есть, висят, Есть. то есть жители могут посмотреть. А вот уже окончательная схема, когда уже вот проект двора с указанием там объемов асфальтирования, установки МАФов, светильников, это есть? Это все есть, дизайн-проекты защищены и представлены и утверждены населением. Жильцы сейчас все видят результаты и очень активно И мне участвуют очень, да, в собраниях, да, участвуют, да, они да. пишут заявления, просят, чтобы их включили. Это вот самое главное. Да, самое главное, жители Я запретил неравнодушны. оплачивать работы, пока вот главный по Да, подъезду не поставит свою подпись. Поставил главный по подъезду подпись, все, тогда оплачиваю. Когда в феврале 2020 года глава Башкортостана Ради Хабиров поставил задачу вовремя начать работы по башкирским дворикам, никто не знал, что коронавирус в такой степени повлияет на происходящее вокруг и заставит пересмотреть многие финансовые вопросы. Но Башкортостан продолжал преображаться. И из запланированных на 2020 год 390 дворовых территорий в итоге благоустроили всего на 10 меньше – 380. Программа «Башкирские дворики» – инициатива Ради Хабирова, так же, как и программа комплексного ремонта подъездов. Запустили их практически параллельно в 2019, а уже год спустя, в 2020, в республике отремонтировали 2180 подъездов в 697 многоквартирных домах. А по итогам 2 лет, 2019 и 2020, в Башкортостане привели в порядок 6181 подъезд. Одно из требований Ради Хабирова – обязательно все процессы согласовывать с жителями, прислушиваться к их пожеланиям. Ну и качественный ремонт – это понятно. Ну, так вот получше, да? Ой, не то, что получше. Помните, как вы говорили, башку оторвать, руки тоже. Значит, нормально? Вот вы подрядчик, да? Вы как попали-то вообще? Генподряд. А у кого наверное? Уралнефть спецмонтаж. Ну вот посмотрите, вы стену видите сами? Да, переделаем. Ну, вы видите, что изначально у вас неправильно. Вы же, наверное, утопить должны это все. По-нормальному, по-человечески. Это что вот такой кабель оставили. Тут мы договорились, что ничего этого быть не должно. Вот эти вы должны заказать. Это все меняем, да. Проводят там Дальше, я думаю, что посмотрите радиатор. Радиатор может действительно подрезать и туда как раз утопить радиатор или вот вырезать. Но вы можете по-человечески сделать это как-то? Что сейчас с этим будете делать? Мы переделаем полностью. Спасибо вам Да большое. нет, я лично приношу вам извинения. Вот за таких работников. Спасибо большое. Спасибо огромное, всего хорошего. А у вас там по этому, да, по ключику, да, заходит? Да, хорошо все. Очень красиво все делано. И все всегда говорят, а я говорю, а он только полгода работает. А вот еще так поработает сколько, тут не только все будет в шоколаде. Спасибо. Спасибо. Борисович, здравствуйте. Мы дом на юбилейной 15 хотели бы вам сказать большое спасибо. Нас отремонтировали подъезд по республиканской программе. Мы заодно поставили новый домофон. Теперь у нас более-менее чисто и не так страшно, как раньше было. Еще раз спасибо большое Вот, от наших молодых семей. Я уж просто хотел посмотреть. Ну, я знал, мне доложили, что навели порядок, но мы там неудачно начинали программу, хулиганили наши подрядчики. Сейчас так не будет. Вот Ну, так. для жителей самое главное, для нас значимо это подъезды. Подъезды это действительно Когда важно, приходишь, да? как в родной дом, когда чисто, все светло. Вот здесь молодые семьи, в основном у они нас на материнское капиталоприобретенной очень много семейке. детишек и Поэтому одиноких стариков, для которых была радость этот самый ремонт. С 31 марта 2020 года в Башкортостане начал действовать режим самоизоляции. Глава региона Ради Хабиров в этот период по республике ездил, пусть реже, но всегда обращал внимание на то, как выглядят дворы и подъезды. Территория домов номер 8, 10, 10А, 12 по улице Бочкарева в городе Салавате одна из первых еще в 2019 году попала в программу комплексного благоустройства «Башкирские дворики».
Благоустроили двор тогда же, в 2019-м, после всех процедур. И теперь там 210 машиномест, 22 опоры освещения и столько же камер видеонаблюдения, а еще песочница, самолет, качели, теннисный стол и тренажеры. Тут две площадки, потому что довольно-таки большая территория, очень много деток, и жители сразу обратились, попросили, чтобы две были площадки. Подъезды делали, здравствуйте. Подъезды? Подъезды не делали? Подъезды нормально? Подъезды не делали. Владимир у нас подъезды на 21 год полностью. Ну то есть с людьми договорились? Да, конечно, да. Они в комплексе все будут. Вы это когда сделали? Вот, В 2019 году. В 2019 году? Да, в 2019 году. всё. Полностью. А в том году? Ну вот с учетом мнения, да, что людям нужно. Ну, симпатично, мне кажется, получилось. Попробуйте встать. Ну, я знаю. А вы знаете, что вот мы в 2019 году, по сути, начали... Вот у нас не было вот этой культуры даже. У нас даже производителя не было мягкой крошки. Сейчас вот везде. Зато ребенка выпустил, все, пожалуйста, упал, ничего там, а то упадет, там все расшибет себя. А планы какие у вас на следующий год? В 2020 году у нас 4 дворовые территории. Большие будут делать? Большие комплексы, да, Ради Фаридович, полностью. На общую сумму 111 миллионов. Ну у вас довольно серьезно. Комплексно. Мы подошли полностью, взяли, провели собрание. Провели сперва собрание с жителями. Через 2 недели мы провели собрание уже с визуализацией. И они свои, как бы сказать, что они хотят видеть в этом башкирском дворике. Они полностью, как бы сказать, визуализация. Мы это обсудили. И самое главное, я говорю, Да. с людьми согласовывать эту культуру. Республиканская программа «Башкирские дворики» рассчитана до 2024 года. У каждого города и села определенный лимит, все было спланировано. Но непростой 2020 все же сказался. Не все и не везде успели вовремя закончить. Хотя в некоторых городах сроки не передвигали. В Благовещенске, например, на двор по улице Комарова оперативно подготовили документы, отторговались и уже к началу лета 2020-го вышли на площадку. Это вот получается вот здесь вот стоянка была, да? Да, вот столбы эти уберутся. Это будет парковочная зона большая, чтобы здесь тротуар как раз со всеми с пандусами, потому что здесь очень много инвалидов живет. Как раз это все будет сделано. И, соответственно, там вдоль того дома будет тоже парковочная зона. А вот здесь, Ради Фаридович, мы здесь организуем площадку для выгула собак. Это тоже, чтобы вот здесь, вот, да, с жильцами все согласовали. Да, вот сейчас на этой неделе забор приходит, мы огораживаем, вот уже эти. Ну, как это вот просто типа детский вот парк. Да, это детская часть. Здесь это вот. А дорогу делаешь, да? Да, вот эту часть, вот все до парка, это все сделано. Вот, башкирский дворик у нас довольно активно начали работать, да, в том году вот мы наращивали объемы, но в этом году, понятно, сложная ситуация, и коронавирус, да, не все дворы попали, которые хотели. Что будет с ними? Ну, во-первых, мы совсем небольшое количество убрали, что-то около 150 миллионов, это совсем, 10%. Мы, собственно, убрали вот у Благовещенска, мы им добавим просто в следующем году, и все, и компенсируем, поэтому здесь все нормально. А Благовещенские дворы посмотрели, что скажете? Ну, сейчас сложно что сказать. Я единственное скажу, что они правильно выбрали. Идея какая была, чтобы мы, если двор делаем, чтобы он объединял несколько домов. Ну, чем больше охват людей, которые получают дворы, тем лучше. Поэтому это называется комплексный подход. Всего в рамках программы «Башкирские дворики» в 2019 и 2020 годах в регионе благоустроили 780 дворовых территорий. Программа рассчитана на 6 лет, до 2024 года. Город Кумертау, улица Окружная. Там в 2021 году планируют благоустроить большой двор, который объединяет 7 многоквартирных домов. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Ура, ура, Я решил, думаю, вот у меня главы там обсуждают с людьми, какие площадки. Думаю, дай хоть один раз попробую понять, что же это такое. Вообще, как живете-то? Лучше всех. Нормально? Нормально, потихонечку. Ну а так вот, по тому, чтобы город стал красивым, вот, собственно, и делаем.
Здесь что вы собираетесь делать? Здесь, смотрите, Раиль Фаридович, значит, есть проект планировки у нас, это большая территория. Дворовая территория охватывает 7 домов. Получается, вот это вот вся территория, и вот здесь вот 5 домов еще сзади у нас находится. Полный охват. Значит, что мы делаем здесь? Значит, вам нужно вообще это? Конечно, нужно, конечно. Нужно нашим детям. Ну а вы видели вообще, вот мы же дворы делали, вы видели, какие нравится вот то, что здесь сделали? Вот где-то рядом делали двор, здесь нет? здесь, да, вот через 10-ю школу у нас. Нормально, вот такое что-то хотите, да? Да, чтобы и тротуары у нас были, и парковки были, и детская площадка, и спортивная площадка, чтобы и там дети, как говорится, не все в одном месте кучковались. Значит, здесь у нас будет игровая площадка, детская МАФа, вот она, городок полностью. Значит, дальше идет спортивная площадка огороженная, тут прямо посередине здесь у нас будет установлена. Здесь озеленение, скверики, значит, беседки, скамеечки, урны и плюс дорожки. Значит, здесь, соответственно, это у нас задняя часть, вот эта часть, тоже МАФы устанавливаются, городок детский. И здесь, то есть 2 получается, плюс стояночные полностью парковочные места. Да, 3 детские. 3, да? Да, 3. Плюс теннисный корт здесь будет, теннисная площадка тоже предусмотрена. Вот и большая спортивная универсальная площадка. Ладно, берегите себя, ладно. Вот, будьте здоровы. Я с вами сфотографировали. Внимание, да. Давайте. Спасибо. Спасибо, будьте здоровы. Спасибо вам. А вообще, И вам дай вот Бог. я вам секрет открою. Кумертау — это тоже город моей юности. Да? Я здесь работал в стройотряде на Башкир-Угле, представляете? Ух ты! Мы зимой рубили уголь там в этих, значит, копьях, а летом работали на железке, я работал. Так что Кумертау мы все очень любим и переживаем. Спасибо. Спасибо. Всего доброго, здоровья. За 2020 год у Ради Хабирова было 102 рабочих поездки по республике. 3 из них по Баймакскому району. В 2020 году в Баймаке по республиканской программе «Комплексный ремонт подъездов» отремонтировали 16 подъездов в 5 многоквартирных домах. Приводили в порядок по программе «Башкирские дворики» и дворы. На эти цели Баймакскому району из республиканского бюджета выделили в 2020 году 14 миллионов рублей. Здесь сделали парковку, я так понимаю, да? Там парковки. Прибрались, причесали, да? Ага. А ремонт подъездов здесь сделали? Обязательно. То есть сразу, синхронизировали. Да? Здесь всего, значит, 42 квартир, 6 подъездов. Все они получили. Вы здесь живете? Здесь живете? Да. Ну как? Замечательно. Вам нравится? Очень. Получше стало? Не то, Пенсионер? то, что получили, да, неузнаваемое. Изменился наш Двор, наш подъезд. Очень спасибо большое вот за большое такое. спасибо. Мы здесь 30 лет тут живем, такого не было. А вот сейчас вообще это радостно. Это детский смех, детские разговоры, крики, вот эти прям душа. Пока пусть соседи вам завидуют. Но мы и туда придем, и дальше придем. Вот они все вот высыпали, целый день, наверное, играют, да, здесь? Ой, целый день нет. Домой не загонишь, да? Не загонишь, нет. Это я на площадку пойду. Я Ну ладно. Спасибо за Ладно. поддержку. Вот, вам спасибо. Газонная трава, все это отработается. Я так понимаю, окна поменяли везде, да, чтобы... На евроокна поменяли. Здесь уже по просьбе жильцов начали орнамент наносить. Граффити у нас, кстати, да. Подъезды вот в этом году, второй год Вы здесь скамейку поставите, да? Обязательно. Скамейки будут, урны будут. Ух ты. Двери все поменяли. Так, а вот это что не прячете? Это РУС. Зайдет, обязательно сделать. Ну, они сделают, да, чтобы вот это один... Очень важно, чтобы... Ради Фаридович, мы их приглашали, вас информсвязь вытаскивали и работа как... ну вот. Борис Курмашев. Вот он, значит, нарисовал портрет генерала Шаймуратова на фасаде дома и Алигама Алибаева, полного кавалера Ордена Славы. Давайте вот этот подъезд подавайте на конкурс. Ну, так доделаете. Хорошо. Тоже еще поддержим. А вы художник по образованию, да? По образованию, да. А что заканчивали? Академический искусств, художественное отделение. А здесь с кем вообще работаете? Ну, здесь по договору. Свободный художник, да, свободный получается, да? Свободный художник. Вот вы его забираете, пусть и детей учите. Он наш земляк.
из деревни Зелима. Он наш? Вот все, значит, рядом, да? Да. Ладно. Рахмат. Спасибо. Рахмат. А какой подъезд был, когда зашли? Убитый, наверное? А? Подъезд, когда зашли, убитый, наверное, был, да? Ну, первый, да. Когда Ну, первый раз. я имею в виду до ремонта. Да. Сейчас Стены, это вообще, наверное, те. это, что было и что сейчас. Это Со дня вообще- строительства этого дома вот в эксплуатации. Ремонта не было. вообще не было. Частичный Я такой вот сама в косметический этом ремонт. подъезде живу, прям Да. вообще глаз радуется. Ну, здорово. Гульнара сама общественница Малоесова. На вас земля и держится. Спасибо. Башкортостан, Зауралье, город Баймак. Впервые этот населенный пункт упоминается в документах Центрального государственного исторического архива за 1884 год. По данным того времени в городе было 17 домов, в которых жили 100 человек. Современный Баймак – немалое городское поселение с богатой историей и развитой инфраструктурой. Здесь что в результате, что сделали? Асфальт новый, так? Асфальт, 2 автопарковки большие, вот игровая площадка, 4 сантиметра слоя резиновое покрытие и контейнерная площадка из 9. Здрасте, Антон. Здравствуйте. 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 Ну, получше же стало, я говорю. Вообще да? отлично, здорово. Мы, Елена. да, я вот в 53-м доме живу. Все замечательно. Нам даже знаки поставили, дороги расширили, так что все хорошо. Двор вообще преобразился. Мы немножко первый год плюхали, сейчас научились делать. Научились делать, да. Научились Поэтому делать, огромное да. вам спасибо вам за поддержку и за вашу программу. И знаете, радует то, что вот администрация, застройщик, все идут навстречу. Подъезды у вас в каком состоянии? У нас подъезд, у нас дом сравнительно новый. то есть ему 6 подъезды лет, нормально, да? У нас да? все Ага, хорошо ага. в доме. Нас все устраивает, не было площадки. Как я говорила, на этом месте у нас было болото. Каждую весну. Серьезно? Да, Да. да. Каждую весну я с ребятишками здесь ручейки пускали. Сейчас, конечно, то, что было и то, что есть, небо и земля. Очень здорово. Ну вот и поблагодарили жителей, Радифович, тоже приятно. Я же говорю, я у себя в кабинете сижу, жду, когда мне спасибо скажет, а мне только по голове летит. Нет, Но благодарю. летит из-за чего? Из-за того, что вот здесь добросовестно отработали, говорят спасибо. А в Уфе, там, в одном дворе безобразно отработали. Ну, Это Губадюльна имеете в виду? Губадюльна. Здесь вот надо действительно спортивную сделать обязательно. Вот та детская площадка, тот квартал мы в прошлом году сделали. Вот это сделали. Сейчас синхронизируем, и будет четко. Да. Там детская площадка, здесь А вот здесь детская площадка. спортивную делать. Здесь спортивная и как бы зона отдыха будем делать. Тут даже ледовую коробку можно им поставить. Ледовая, футбольная, ну, чтобы это... Ради Фаридович, построим ледовый каток, как говорится, это. Сюда жители просят волейбольную, баскетбольную площадку и воркаут. Ну, в общем, вы с людьми посоветуйтесь и сделайте. Ладно, все понятно. Ну, вот это хороший получился, да? А вот я говорю, ну, очень молодцы, вот это вот так должно быть. Вот так должно. Вот так должно быть. Единственная машина подъезжает, вот удобно, да, бордюр, так сказать? Андрей Геннадьевич подъезжает, она выкатывается и загружается. Да. Ну, молодцы, отлично получилось. Действие мусорной реформы, Андрей Геннадьевич. Да. Мусорная реформа двигается, но, в общем-то, еще пока до завершения есть над чем заниматься. Но вот Баймак порадовал, вот такие должны быть все площадки контейнерные. Спасибо. Башкортостан, город Ишимбай. В 2020 году здесь кардинально преобразили площадь имени Ленина и 6 дворовых территорий. В рамках рабочей поездки по Ишимбайскому району в ноябре 2020 года глава Башкортостана Ради Хабиров заехал в один из дворов по проспекту Ленина. Вот это все уже начинается в основной программе. Вот Юля. А здесь? Хоккейный дворик. Зальете лед, да? Здесь асфальт. А, ну а лед же будете заливать? Да, будем заливать обязательно. То есть хоккейная коробка, да? Да, хоккейная коробка будет. А так можно играть, да? Да, первый и единственный в рамках башкирских двориков. Уже дети наши облюбовали это место, каждый день выходит. Есть сформирована своя футбольная... Нет, хоккейная. Пока футбол играют. Пока футбол играют, да. Но это хоккейное, предназначение хоккейное. Вот мафы. Ну, приходят дети соседних дворов, тоже говорят. Да, сделайте нам. Да, сделать.
Вот. Здесь все по проекту. Вот. Поставили вот такие спортивные тренажеры. Вот. Здесь ну, это все новое. Все новое. Я понял. Он там, где ТП, вот эта площадка. Очень довольны. Ну и слава богу. Спасибо вам большое. Вообще. А я не пытал сейчас, говорю, что бы еще добавить. Нет, все хорошо. А я понял, вы прям не знаете. растерялись в этом году. По имени отчеству я понял. Настолько много всего у нас в этом году здесь появилось, что даже вот глаза разбегаются. До 24 года тут мы все переделаем. Спасибо вам Так что большое. живите очень счастливо. рады. И дети Спасибо. очень рады. Спасибо. Даже еще это сделано. Оставили. Жители, было, наверное, да? Было. Жители сказали оставить, потому что были планы. Единственное, поставили новые скамейки. Вот у нас таких дворов с подиумом где-то 6 на территории города. Рафич, Ишимбай очень меняется, по сути, выравнивается ситуация. Во многих направлениях, я бы сказала, даже прорыв. Вы как оцениваете? Да, Ишимбай действительно начал меняться. Ну, я как говорю, у нас есть еще там 3-4 года, чтобы радикально все изменить, поэтому вот там в 2022 году будет большое событие, связанное с юбилеем первой ишимбайской нефти, и к этому мы с Башнефтью сейчас ведем переговоры. Хотим завершить благоустройство наиболее значимых объектов в Ишимбае, там площадь переоткрыватель нефти, 2 основных сквера. Но вопрос другой, что самое главное для Ишимбая, что произошло, то, что мы именно здесь открыли особую экономическую зону. Пока вот так вот, это самое главное. Будет точка притяжения. Да, конечно. Республика Башкортостан, город Белебей. Расположен этот муниципалитет на юго-западе, в 180 километрах от Уфы. Граничит с Туймазинским, Ермекеевским, Бишбулякским, Альшеевским, Давлекановским и Буздякским районами региона. Глава Башкортостана Ради Хабиров в рамках рабочей поездки побывал в одном из дворов по улице Магистральной. Вот в этом году это 4-й, получается, год мы работаем по программе. Сначала было формирование современной городской сети, Башкирский дворик. Вот сделан 4 дома у нас. Здесь более 7 миллионов рублей. Значит, здесь парковки, проезды, новые вот тротуары. А там в следующем году? Там уже следующий, там уже более-менее это было. И жители сами тротуары были сделаны с управляющей компанией. Да. Детская площадка, резиновые покрытия. Там, значит, у нас зона отдыха, беседка для... это вот это тоже входит, да? Это вот, тоже, да, входит. Вот это получается, вот это. Да. Вот жители довольны, знаете, что говорят? Вы, говорят, делайте, наконец-то, дойдите и до нас, до наших всех дворов. Сколько у вас дворов примерно? 77 дворов получается, но комплексные вот уже 9 сделано. 9, да? Вот Но они же тоже будут, по 2 будете делать. Вот вам где-то лет 4-6 лет делать надо будет. Ну, если мы по 10 миллионов будем давать, все дворы наведете порядок. А по программе подъездного ремонта делали что-нибудь? В этом году делали, мы даже на конкурс выставляли, потому что наш местный, получается, подрядчик даже рисовали картины. Там где-то 2 миллиона, наверное, дадим еще, давайте, на ремонт подъездов. Вам не дадим городу, потому что программу по подъездам мы в этом году сильно подсокращаем. А вот на это дадим. И тут с инженерией все нормально? По домам. Тепло, вода, все да. нормально. Мы сначала перед комплексным благоустройством смотрим сначала, как теплоэнерго пройдет, а потом только идем мы, чтобы вот у нас не было аварийных работ на новом благоустроенном дворе. Поэтому за теплоэнерго. Ну, хорошо. А людям довели вот эту нашу программу? Люди знают, вы им рассказали, что вот есть дорожная карта у нас, чтобы там вот люди понимали. Хорошо. Ладно, поехали тогда дальше, да? Башкортостан, Сибай. В этом зауральском городе глава региона Ради Хабиров в 2020 году в рамках рабочих поездок был дважды. Обязательно в поле зрения руководителя региона комплексное благоустройство дворовых территорий. Много еще, да? Много. А то есть сразу несколько домов вот так охватили. Мы вот
комплексный подход. Вот, здесь хочу показать комплексный подход. Это уже вот двор этого года. У нас есть некоторые проблемы с подрядчиком, но мы их сейчас решаем. Финансирование тоже взяли под свой контроль. А здесь, видимо, будут мафы спортивные, да? Здесь, да, здесь будут мафы спортивные. Так здесь, наверное, детская площадка должна быть, Здесь детская. Вот то, что пришли, такие конструкции, мы их уже монтировали. У нас... А покрытие когда будет? В следующем году ставить? Мягкое? Покрытие будем ставить тоже в этом году. А как вы будете на это ставить? Ну это оно собирается как раз. То просто из этих, да? Понял, да. понял. То есть вот вы не лепите, да? Нет, мы не лепим, мы его собираем. У нас такая. Вот. Ну, я не знаю, вот я по двору иду, симпатичный, спокойный двор. Вот, приятный двор. Сколько тут домов? Домов 7-8, да, получается, попало. Больше. Тут почти 25 домов. И все с людьми обсуждали, вот как и... Полностью, да? полностью как вот им нужно, как они хотели. Мы как раз это тоже там, тут. И там тоже, да. Это вот это все сделали, да? Будем, вот, как раз потом заходить. Здесь продолжать зайти в подъезд, посмотрите. Вот как раз здесь подъезд ремонтировался. Что-то этот. Здесь как раз наши... Контейнерная площадка некрасивая. Хамакат. Хамакат. Рахмет. Паралайм, аля. Сразу смотрите на провода, я так понимаю, да? Я провода. Поменяли вот здесь, да? Ящики. Ну, вот этот, конечно, не совсем хорошо. Мне не нравится. Да. Вот это, да. Надо от этого уходить. Тут, наверное, вот такой переходить вариант. Ну, красиво. Ладно. Это выбор собственников. Ну, понятно. Вот это, похоже, тоже поменяли, да? Это все. Угу. А вот, кстати, что говорят, вот теплее стало, нет, в подъезде вот после того? Это вообще... Да, конечно. Да? Теплопотери, конечно. Представьте, управляющая компания. Ага. Ну вот, понемножку научимся делать нормальный ремонт. Все равно это совсем уже по-другому, конечно. То, что было, то, что стало. Альфредович, а вам немножко не понравились стены, я так смотрю, вы? Да, ну, они шероховатости. шершавые. Там, если один раз задел ребенок, бежит и сразу до крови ободрал. Кстати, ровно из этих стен, помните, в Нефтекамске я разгон устроил, да. Ладно, сейчас уж ругаться не буду. На такие стены надо прекращать. А это вот здесь, вот это все добьет, да. Еще будет добиваться, да. Эта площадка она уже сделана. Слушай, знаете, что не хватает? Мне кажется, вот растения, ну, эти, сосны посадить где-то маленькие, вот одно дерево на весь двор. Это будем делать, потому что мы с управляшками вместе. Ну, я говорю, потом, Да. когда уже сделал, вот, чтобы это... Ну, управляшек, правда, денег не хватает. Здесь только если я не буду. А это вот новое, да, свежее это? Это в прошлом году сделали. Вот это. Да. Нормально вот поддерживает вот это. Ага. Вот она и будет такой, она вот как раз соединяется. Ну, понятно, ничего, в футбол-то играть нам не мешает. Ну. Ну, в общем, вот большой такой двор. Так, и до конца вот так идет. То есть еще дальше дворы есть, которые сделаны. Вот такой комплексный подход. Да, и одно связываешь с другим, и оно пошло. Да. А вот на планы дальше какие? Вот туда или куда? Дальше планы через дорогу, перейти через такие валиди. И у меня здесь еще один двор остался. Как раз вот те средства, которые выделили, мы этот двор один большой закроем и перейдем через дорогу. Ну, также пойдем. Суть программы «Башкирские дворики» – в городах и районах республики появляются детские спортивные площадки с резиновым покрытием, зоны отдыха и парковки, асфальтированные и освещенные территории. Глава Башкортостана Ради Хабиров во время рабочей поездки по Уфе в августе 2020 года побывал во дворе домов на пересечении улиц Гагарина и набережной реки Уфы. По программе «Башкирские дворики» выполняется благоустройство двора. Общая площадь двора 24 тысячи квадратных метров. В рамках благоустройства мы 18 тысяч квадратных метров сделали новое асфальтобетонное покрытие с уширением везде. Также подлежат засеяны, ну, то есть озеленение будет. А что здесь раньше было? Что здесь было? Здесь был пустырь. Серьезно? Пустырь? Да. Есть вход, да? Да, мы вот до начала ремонта фотографировали. Много таких дворов Песепала?
3 группы. 3 группы дворов идет. Ну, получается, домов у нас 31 всего на район. Здесь идет этот двор на набережной и на Бигбай у нас дом идет. В целом, вот картина до того, что было, это вот Байкаридж. Это вот что это? Это вот там была футбольная площадка заасфальтированная, да. И вот больше ничего не было. Это вот с той камеры, что на том доме было. Ну и здесь, помните, мы вот в том году очень проблематично заходили с этим детским садиком же. А вот это вот, да? Да. И, в принципе, вот жители очень довольны, потому что сегодня полностью реновировали всю территорию. Вот, как было сказано, 18 тысяч квадратов асфальта. Мы сейчас устанавливаем новое освещение. Сколько парковок вы здесь нарезали? Вот на сколько парковочных мест примерно? Парковочных мест здесь больше 500 точно. Да нет тут. Нет, здесь двор большой. Он... Равирович, вот здесь вот 1400 квартир, 3500 жителей примерно. То есть вот эти все 5 домов они охватывают. Но они сами выбирали, что они хотят. Радик Ильич, с появлением программы «Башкирские дворики» в нашей республике, можно сказать, возникла целая культура особых детских площадок с резиновым покрытием. Ну вот, честно говоря, это удивительно. Вроде в селе где-то, в городе в крупном. Вот почему эта программа вообще? Ну как почему? Вот мы должны благоустроить, преобразить все дворы. Это неотъемлемая часть жизни. Это же окружающая среда человек. Человек же не только в квартиру себя сеет, он и на улице выходит, дети играют на улице. Поэтому и детские площадки, и спортивные площадки. Поэтому такая большая программа. Мы будем идти дальше по ней. Спасибо. Спасибо.